Здравствуйте, народ Казахстана. Сегодня хотелось бы обратиться ко всем россиянам, к тем, кто прибыл в Казахстан и кто еще собирается к нам приехать. А, Это в основном парни, мужики, призывного возраста. Хочу к вам обратиться с предложением. Вот мобилизация идет у вас, например, да? Вроде бы никто не нападал на Россию. Это наоборот Россия нападала на Украину. И надо же защищать свою родину. Женщин, детей, стариков, бабушек там. Что ж вы так бросили-то свою великую Россию? Почему? Ну, ясно. Никто не хочет воевать. Конечно, я тоже против войны. А, ну зачем приезжать к нам? Вы бы просто вот разом собрались бы, да, мужики, собрались бы все. Сколько там бежите? В Казахстан, в Грузию, в Турцию, там, Монголию или там в Латвию. Все бы собрались бы, они убегали бы и свергли бы своего Путина. И вот краткое решение всех вопросов. Не было бы мобилизации, не было бы войны в Украине, не было бы всех этих санкций, всех этих как бы трений, да. Сейчас даже угроза распада федерации, не было бы всего этого. Понимаете? Одним разом вы могли бы все решить в своей стране, просто убрав Путина с власти, убрать его шайку, весь этот а, воровской конгломерат. Но вы бежите почему-то. Я понимаю, что над чужим горем смеяться, глумиться — это плохо, но я не глумлюсь. Я советую. Просто как бы сказать, как мужик мужику. Понимаете? Вы бы могли бы просто свергнуть своего лидера и все. Решили бы проблему. Не было бы войны, не было бы мобилизации, не было бы вот этих санкций, ничего. Но нет, вы бежите. Ну, могли бы тогда пример взять у украинских мужиков, которые воюют не на жизнь, а на смерть. Что в этом такого? Это же вы начали эту войну. И вот вспоминаю вот один анекдот, невольно просто вспомнил. Как-то русский в тайге затерялся, короче, в снежную пургу. Машина заглохла, и он, короче, идет пешком по тайге. Кричит: люди, 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 вот так кричит всем по всей тайге, короче. И там, короче, маленький человечек такой идет, сани, а, олени, он такой шапку приподнимает, и этот якут, что ли, или бурят, он говорит ему: в тайге мы люди, а в Москве чукчи. Да, жизнь бумеранг.